Исходя из тех планов, которые мы сегодня видим, те проработки, которые у нас есть, это потенциальные площадки, перспективные площадки, о которых мы говорим, знаем, и они уже, во всяком случае, с точки зрения технико-экономического обоснования посчитаны, это порядка 120 миллиардов. Я считаю, вот те проекты, которые мы на сегодня предлагаем к реализации, дают достаточно хороший срок окупаемости для инвесторов, хотя практически все оборудование является импортным, большая его часть, но так или иначе существенно на его стоимость влияет и валютная составляющая, и валютные риски, а окупаемость идет в рублевой зоне через те тарифы, которыми мы потребители оплачиваем. Но тем не менее эти проекты являются окупаемыми. Самое главное, сегодня мы находимся на одной ступени развития технологий, развития каких-то экономических нормативной базы. Жизнь не стоит на месте, она меняется, приходят новые технологии, более эффективные. Но вот мы видим очень стремительное развитие солнечных батарей. Если, скажем, несколько лет назад мы обладали технологиями, считали, что они достаточно эффективны, красивые и достаточно долговечны, то сегодня понимаем, что многие из этих технологий являются тупиковыми, от них мы уже сегодня отказываемся, и от многих производителей отказываемся. То есть приходит опыт, и себестоимость этих технологий, она значительно, стремительно снижается и делает возможным их такое широкомасштабное потребление. На сегодняшний день, может быть, еще не до конца в нашем понимании, и здесь потенциал роста просто громаден, это в накопителях электрической энергии, который может явиться и, скажем, таким источником для транспортировки, хранения электрической энергии, и более широкомасштабное использование, в том числе и солнечной, и ветровой электроэнергии с точки зрения запасов или хранения электроэнергии, чтобы их можно было использовать в течение суток, в течение года. Дальнейшее использование и достаточно серьезно. Если мы сегодня мало еще говорим о приливной электроэнергетике, то с развитием систем накопления это громадный пласт открывается для приливной электроэнергетики, где потенциал просто огромен. Это колоссальные объемы, которые можно действительно транслировать практически на и континентальные регионы земного шара и так далее. То есть с точки зрения вот таких глобальных процессов, скажем, объем вот этого рынка, масштабность этих задач у возобновляемой энергетики несоизмеримо выше с теми традиционными, которыми мы сегодня обладаем. Единственное, стоит отметить, что мы сегодня стоим только на пороге развития этих технологий, мы с вами только их начинаем пробовать. И понятно, что вот эти пилотные проекты, они более востребованы пока на маленьких локальных каких-то проектах.